Международный аэропорт Сухум принимает уже второй рейс из Москвы с момента реконструкции. На этот раз в воздушной гавани приземлился спецборд санитарной эвакуации МЧС России. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба прибыл самолет МЧС России. Отсюда в профильные российские медучреждения направится 8 пациентов из республиканской больницы. На борту самолета специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Российского Минздрава и Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Они помогут абхазским пациентам, которые нуждаются в лечении за пределами Родины, добраться до лучших медучреждений столицы и получить квалифицированную медицинскую помощь. Это стало возможным благодаря договоренностям абхазского и российского Минздравов. Несколько дней назад министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Ильич Мурашко находился с рабочим визитом в Республике Абхазия, посещал лечебные учреждения, находился в республиканской больнице, осматривал тяжелых пациентов. После того, как был проведен обход, был консилиум, телемедицинские консультации с профильными федеральными центрами по этим вопросам. И было принято решение доставить пациентов в профильные лечебные учреждения Российской Федерации. Хотел выразить слова благодарности Российской Федерации, лично Михаилу Ильичу Мурашко за такую поддержку. По его поручению сегодня сотрудники Федерального центра медицины катастроф совместно с МЧС, Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации организовали вот такую вот акцию «Город Сухум, самолет, город Москва». Поэтому вот такое сотрудничество между нашими странами, оно выходит на совершенно другой уровень. Я имею в виду нашу медицинскую составляющую. Эти все вещи, они согласованы. Эта ситуация держится на контроле лично у министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Ильича Мурашко. Мы буквально вчера по этому вопросу созванивались, общались. И вот такое вот начало хорошее. Дай Бог, все получится и спасем жизни людей. Это первый подобный опыт в истории Минздрава, отмечает Эдуард Бутба. В полете пациентов будет также сопровождать специалист психологической помощи. Самолет оснащен необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, в том числе и тяжело больных. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволят оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете. Из 8 пациентов 3 – это дети. Девочки и мальчик. Соответственно, у 2 детей в ходе медицинских осмотров профилактических, которые выполняли российские специалисты, были выявлены заболевания. Они будут направлены на дообследование в Центр глазных болезней имени Гельмгольца. Еще один ребенок будет госпитализирован в стационар Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Также у нас есть 5 взрослых, из них 3 взрослых по итогам проведенных телемедицинских консультаций со специалистами Института Бурденко будут направлены к стационар. 1 пациент после дорожно-транспортного происшествия с сочетанной травмой и травмой головного мозга будет направлен в Национальный медицинский центр имени Пирогова, медико-хирургический центр имени Пирогова. Вот. И еще 1 пациент, герой войны в Абхазии, он, соответственно, будет тоже с тяжелым заболеванием, будет доставлен по итогам телемедицинской консультации в НМИЦ имени Вишневского. Самолет с пациентами, гражданами Абхазии, нуждающимися в медицинской помощи за пределами республики, отправится в Москву в ближайшее время. Гугуца Вардания, Инал Квинже, Абхазское телевидение.